Упражнения Евгений Китаев подбирает так, чтобы ребятам было интересно заниматься спортом. В свои 74 скидку себе не дает. Евгений Александрович учит молодежь айкидо. Боевыми искусствами Евгений занялся 30 лет назад. За это время стал обладателем всевозможных наград. Рассказывает о главных правилах, которым учат своих воспитанников. Все может быть в этой жизни. Они должны быть к этому просто готовы заранее. Если они не будут к этому готовы, значит, они просто вот раскиселятся, и из них стойких бойцов и не получится. За плечами Евгения Китаева военная служба. Четверть века он служил в ракетных войсках. Боевого духа не занимать и сейчас. Собирается отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Кроме всего прочего, я еще мастер спорта по аэромоделизму. Мои навыки в управлении коптерами и беспилотными летательными аппаратами там пригодились бы. Так что радиоуправлением я владею в совершенстве. Когда только 24 февраля началась вот эта операция, у меня супруга не даст соврать. Я сказал, я говорю, я иду. Она говорит, ну куда, возраст уже не тот, уже 74 года, куда идешь, Господи. Вот. Но тем не менее, у меня эта мысль все время была. На днях Евгений побывал в военкомате, сообщил о своем желании стать добровольцем. Теперь ждет ответа. Можно как угодно называть это чувство. Но если я вижу, что та страна, которую я люблю, в которой вырос, которая дала мне воспитание, образование, в которой я служил 25 лет, верой и правдой, и на нее какие-то нападают, нет, я не могу, меня как бурлить начинает, как так можно. В свое время Евгений служил в Прибалтике, Германии и Афганистане. Говорит, его военный опыт на передовой будет как нельзя кстати. Для молодежи он лучший пример. В секции Евгения Александровича около 100 человек. Победы под его началом для ребят стали обычным делом. Опыта очень много, так уже 7-й дан уже. Авторитет уже хороший. И целеустремленный, и как бы наш пример. Мы всегда с ним ездим. Евгений Китаев уверен, главное любить родину, воспитывать в себе силу духа. Этому он и учит ребят. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.